Какие были связи у нахов с окружающим миром, как они назывались и многое другое. Один из гостей, Гурам Гумба, автор книги «Нахи. Вопросы этнокультурной истории первого тысячелетия до нашей эры». В своих работах рассказывает не только историю народов Кавказа, но и древней Чечни. Он провел большую работу, собирая сведения по крупицам. Побывав в нескольких странах, изучил огромное количество архивных документов. Когда в истории появляется что-то новое, это должно быть опубликовано, говорит Гурам Гумба. Именно поэтому он и издал новую книгу. Древние источники, там древнеармянские, древнегрузинские, там есть греко-латинские источники, персидские, ассирийские, но они, к сожалению, не собраны в одном месте, они разбросаны там в Армении, Грузии. Есть архивы, значит, в Италии, то есть такой в Венеции, там остров Мхитаристов, армянским Мхитаристов, там огромное книгохранилище, которые сохранили до нас рукописи, более древние рукописи есть. Там, значит, надо было поработать. Есть в Вене тоже книгохранилище, которые также сохранены много рукописей, которые еще не изведаны. Благодаря таким конференциям восстанавливается история нахских народов, издаются соответствующие материалы, приглашены и эксперты из стран ближнего зарубежья, а также соседних регионов. Это не первая конференция, есть и относительно недавно организованная комиссия. Ее возглавляет Рамзан Кадыров. Она занимается исследованием и сохранением историко-культурного наследия народов Чечни. Мы рассчитываем попасть в Венский рукописный музей, мы рассчитываем попасть через наших ташкентских коллег в библиотеку, архивы времен Тамерлана, храмов. Особенно меня интересуют архивы его летописца Арабшаха, который вместе с ним проходил здесь, вот по территории нашей республики. Комиссия уже делегировала экспертов в Армению, Грузию, в Абхазию. Сейчас готовится поездка в страны Средиземноморья. К примеру, на остров Сан-Лазаро, где находится армяно-католический мхитарианский монастырь. По словам Умарова, там есть источники, которые, возможно, прольют свет на культурные и экономические связи между Северным Кавказом и Средиземноморьем в древности. Также у представителей комиссии много масштабных планов. С ней сотрудничают и коллеги из Ингушетии. По итогам конференции, конечно, будут издаваться научные материалы, тем более, насколько я знаю, наше научное сообщество вошло в созданную Рамзаном Ахматовичем Кадыровым комиссию, поэтому наша история едина. На пленарном заседании и Арманд Мишелин, доктор исторических наук, также занимается поиском новых фактов в истории Древнего Кавказа. Гость из Франции прибыл, чтобы лично встретиться с Гурамом Гумба. История формирует человека, так что без истории невозможно жить и становиться гражданином. А древняя история очень важна, потому что до сих пор очень мало было написано на эту тему. И фактически книга Гурама Гумбы нас занесло на тысячи лет вперед. Конференция проходила в течение 3 дней. За это время гости не только договорились сотрудничать в поисках, но и отправились на обзорную экскурсию и посетили знаменитые достопримечательности Горной Чечни. Ислам Хадизов, Зелимхан Касиев, Анди Алдамов. Новости.